радиосу. Первое информационное радио. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беринчи радио, как всегда в это время, продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Махсат Мамралиев. Кыргызстан 5 мая отметит один из главных праздников государственности – День Конституции Кыргызстана. Дата установлена в честь принятия первого основного закона после обретения Республикой независимости в 1991 году. 5 мая 2023 года исполнится 30 лет со дня принятия первой Конституции независимой Кыргызской Республики, которая закрепила правовые основы современной кыргызской государственности. Высшими ценностями государства были провозглашены человек, его жизнь, права и свободы. В этом документе получили свое закрепление принципы суверенитета, народовластия, территориальной целостности страны, верховенства права и демократии. 30 лет минуло со времени принятия главного государственного документа. 5 мая 1993 года Верховный Совет Кыргызстана, прозванный в народе легендарным парламентом, принял основной закон страны. Он закладывал фундамент дальнейшего развития страны после обретения государственного суверенитета. Что же нам говорит история, Конституция, что она значит для всех нас? Прошло ли конституционное развитие Кыргызстана тернистый путь? Как изменился Кыргызстан через 2 года после конституционной реформы? О роли Конституции в жизни государства и как этот документ влияет на устройство страны? Эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили экс-судью Конституционного суда Кыргызской Республики, экс-министра юстиции Марата Каипова и члена-корреспондента Национальной академии наук, руководителя Центра гуманитарных исследований в Центральной Азии Национальной академии наук Чолпон Койчуманову. Дорогие наши радиослушатели, хочу сказать, что в студии прямого эфира работают телефоны 39 21 90 и 0502 39 21 90. Мы ведем и прямую видеотрансляцию в социальной сети Facebook на страничке Беринчи радио. Вопросы и комментарии можно отправлять и на нашу страничку. Марат Таштанович, Чулпон Уржбековна, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира. Здравствуйте. Марат Таштанович, позвольте мне первый вопрос адресовать вам. Уже совсем скоро, 5 мая 2023 года, исполнится 30 лет со дня принятия первой Конституции независимой Кыргызской Республики, как я уже сказала, которая закрепила правовые основы современной кыргызской государственности. Марат Таштанович, согласны ли вы с тем мнением, что Конституция Кыргызстана – это не только основной закон страны, но и своего рода мерило нашей жизни? Ну, безусловно, она, с одной стороны, какой-то сдерживающий фактор не только для чиновников, госслужащих, но и для граждан. С другой стороны, она гордость, особенно когда речь идет о том, что твоя страна имеет независимость, суверенитет. Ты имеешь свой флаг, свой герб. Нам, кыргызам, многим, наверное, это как бы незаметно, но есть народы, которые веками не могут обрести свою независимость. Ну, возьмем курдов. По всему миру, возможно, их более 80 миллионов. Нас всего 7 миллионов. Мы имеем свою государственность. Они веками не могут добиться своего государства, не могут поднять свой суверенный флаг. Поэтому, да, безусловно, это так.
Чулпан Ружбековна, вот каждое общество должно жить наверняка по определенным законам, да? Эти законы, отношения между людьми, они же должны быть где-то прописаны. Но понятно, что прописано много, если сказать не все, в Конституции. И что интересно, из основного закона вытекают отраслевые законы, да? Вот, к примеру, Семейный кодекс, где регламентированы отношения между мужчиной и женщиной, да? Отношения с детьми. Вот сейчас можно говорить о том, что весна, да, идет весенне-посевная кампания. У многих граждан земля в частной собственности. До этого земля находилась в государственной собственности. И благодаря Конституции, благодаря основному закону страны, сейчас земля у многих в частной собственности. Конституция жизненно важный документ. Ну, конечно, особенно это такая основная точка, откуда мы должны исходить все остальное. Конечно, можно привести пример мировой истории, что есть страны, где и нет конституции. И, в принципе, они прекрасно развиваются. Но есть аспекты, которые диктуют эти правила. Это исторические аспекты, предпосылки исторические, географическое расположение и, конечно же, культура в целом общества. Но у нас для Кыргызстана такой в переходный период, в транзитный период, в котором мы до сих пор находимся на пути становления, хотя некоторые говорят, что мы уже перешли этот этап и на пути развития, я думаю, что мы еще на пути становления. В такой период, конечно, Конституция, она очень важна для того, чтобы определить дальнейшие законы исходящие и государственное устройство. Возможно, когда-нибудь настанет время, когда, может быть, мы можем также, и оно не может быть таким основным законом, но для этого нужен очень большой исторический путь пройти, это путь практический, развития и так далее. А сейчас, конечно, для Кыргызстана он обязательно сейчас необходим и нужен. Марат Аштанович, вот Чулпан Ружбековна упомянула об аспектах, но если мы сегодня говорим, что Конституция – это жизненно важный документ, как я понимаю, этот документ охватывает несколько аспектов, да? Вот, например, во-первых, человек, права простого человека, и каждый день мы этими правами пользуемся, да, и вы, и я. Второй аспект, как я понимаю, это общество, то есть общество каким будет, какое отношение к обществу в экономике, в политике, в социальной жизни, в религии, в духовно-культурной жизни. И вот третий аспект, как я опять понимаю, это система высших органов государственной власти. И вот современная Конституция, она обязывает государственные органы служить обществу, и самое главное, наверняка, это защищать права человека. Ну, скажем так, мы же говорим государственные служащие, да? Людей, которые работают на государственных органах. А точнее, по смыслу, они будут слуги народа. Почему? Потому что те права, которые прописаны в Конституции, народ, чтобы его реализовал, именно государственные слуги народа должны способствовать этому. Недаром в Конституции сказано, ответственность государственных органов четко прописана. Особенно это касается президента Кыргызской республики, то есть тех органов, которые закреплены в Конституции. Возьмем, например, вопрос импичмента президента. Когда обсуждали проект Конституции, мы со своей коллегой в конституционном совещании, я был против такого общего подхода, общих оснований для объявления импичмента президенту, нашему президенту. Почему? Потому что в нашей стране нужна стабильность. Вот в данный момент, в том случае, если президент издаст какой-нибудь указ, который будет противоречить закону, либо решению Джордж Кенеш, это будет основанием для импичмента. А таких может быть десятки, сотни, тысячи. Слава богу, такого пока нет, но я думаю, в будущем надо его исправить. В этом отношении многие говорят, что у нас Кыргызстан президентская республика. Чисто, абсолютно, я с этим не согласен. Почему? Потому что парламент имеет весомую силу для того, чтобы обуздать
если президент не будет выполнять свои функции, будет нарушать Конституцию. У него будут такие рычаги воздействия. Вообще, если заглянуть в историю, нормы Конституции, которые закрепляют государственность, которые защищают права человека, они у нас есть еще в традициях, в наших обычаях. Возьмем пример Сартбай хана. Это был предпоследний кыргызский хан в памирских кыргызов. В один прекрасный день Совет старейшин, один из членов Совета старейшин возбудил вопрос. Наш хан, оказывается, вор. Ковра, который подарил афганский хан нашему хану, он, оказывается, отнес домой. Он должен был быть в ханском офисе. Почему он отнес домой? Он присвоил его. Давайте его снимем. Его сняли. Представляете себе? Совет старейшин. И самое интересное было потом. Кого хотели избрать? Вот то, что перечислено в нашей Конституции, это только мизерные принципы, каким должен быть президент. А в то время было более 40 требований, представляете? Что он должен быть женат, что он должен быть кыргыз, что он должен уметь читать Коран, что он должен быть богатый. И когда перебирали, никого не смогли найти. И тогда забеспокоились, как это так, кыргызы, мы что, остались, что ли, без ничего? У нас не будет правителя. Потом спросили, кто же набрал самый большой балл? Тогда сказали, что самый большой балл набрал Рахманкулхан. А за что мы его не стали избирать? А он, говорит, не богатый. У него все есть, только он не богатый. Он бедный. То есть бедный тоже боялись, придет к власти, будет воровать. Поэтому не стали избрать. Тогда оказался один из членов старейшин, предложил, подружите меня с ним. Подружите меня с ним. Когда я с ним подружусь, мои богатства его станут. То есть у кыргызов было так. Кроме жены, все было общее у друзей. Его подружили, все богатства его стали у Рахманкулхана. Рахманкулхан стал последним кыргызским ханом памирским. Что я хочу сказать? В последней Конституции, которая была принята 11 апреля на всенародном референдуме, мы упор также сделали на традиции кыргызского народа, на обычаи кыргызского народа, которые не будут противоречить общечеловеческим нормам, общим правам человека. Они должны сохраняться и развиваться. Чулпон Ружбековна, ну вот смотрите, вот в преддверии референдума, да, сколько было споров, да, сколько было перипетий, что может измениться в Кыргызстане с принятием новой редакции Конституции. Многие эксперты выражали разного рода мнения, вы помните, да? И до сих пор выражают, и вы приходили как член Конституционного совещания неоднократно вот сюда в студию прямого эфира, сколько мы говорили, сколько мы спорили, но что интересно, многие эксперты были уверены, что изменения, они просто необходимы. За 30 лет независимости и за годы парламентской формы управления такого должного развития в нашей стране, к сожалению, не было. Вы знаете, были споры парламентская, президентская форма правления, я очень хорошо помню, но я всегда говорила и сейчас говорю о том, что когда мы что-то копируем, мы сегодня копируем много, потому что, в принципе, уже нечего изобретать, все уже сделано другим странам. Но я всегда говорю, у нас всегда приводят пример. То есть в той стране парламентская республика, давайте точно так же сделаем, у нас будет хорошо. В той стране президентская, давайте так. Я хочу сказать как историк, точно так никогда не будет. Правильно. Потому что страны все, они индивидуальны так же, как и люди, как человек. Да, есть общее название, есть общая характеристика, но в корне мы абсолютно разные. Поэтому даже если мы полностью скопируем конституцию какой-то страны, я не знаю, парламентской республики, мы точно так никогда не будем. Нам нужно это запомнить раз и навсегда. Потому что у нас многие говорят о том, что точно примем и будет так. Нет. Это во-первых. Во-вторых, что лучше, какая форма правления, это все опять индивидуально. Это относится определенно к каждой стране. Это зависит от географического расположения той или иной страны.
кто его соседи. Это зависит от исторических аспектов, какой пройденный путь был у этого государства. Ну и менталитет что отложило. тоже учитывается. И вот третье, самое большое, это культура. Вот то, что вы говорите, это общее. Это религия, это самосознание, это все общее. От таких факторов она зависит. И третье, сейчас вот последнее я хотела бы отметить. Вообще дело не в Конституции, не в законе. Вот все-таки, знаете, очень хороший немецкий великий человек, говорил, который прошли этот путь, то, что мы сейчас проходим, Бисмарк, да, хорошие чиновники и плохие чиновники не помогут даже хорошие идеальные законы. С хорошими чиновниками, но плохими законами можно развивать страну. Германия так и делала. Как она вышла после Первой мировой войны, после Второй мировой войны, как она прошла. Поэтому, вы знаете, я прихожу сейчас к такому мнению, что не нужно уже играть с Конституцией. Немногое зависит от него. Конституцию нужно и законы нужно соблюдать и уважать. Кто это делает? Это делает общество. И поэтому многое зависит от культуры общества, от самосознания общества, соблюдения этих конституций и соблюдения этих законов. Посмотрите даже, мы принимаем по некоторым, по поводу даже насилия, скажем, похищения человека с целью якобы жениться. Каждый год у нас ужесточаются законы по этому направлению. Но преступность же в этом направлении растет. По насилию. Каждый год мы принимаем новые законы. Мне кажется, Минюст, наверное, за последние годы работает очень хорошо в этом направлении, принимает. Но насилие же, оно не уменьшилось. То есть, получается, проблема не только в законах и в Конституции. Я считаю, что у нас самая большая проблема сейчас происходит. Это культурная деградация нашего общества. К сожалению, проблема находится в этом. Любить Родину заставить невозможно. Ее можно бояться Родину, напугать. Государство, точнее, Родина это вот осуществляется государственная власть. Но то, что страх, она держит, страх это, вот, как вы знаете, да, все, мировая практика показала, что страх это наиболее тонкая и очень быстро ломаемая вещь. То есть она очень быстро, недолго держится и быстро ломается. Точно так же любить Родину, уважать общество, уважать государство, в котором ты живешь. А общество – это мы с вами, значит, человека уважать. Этому заставить невозможно, этому нужно только научиться. У нас, к сожалению, сегодня понятие уважения человека к человеку, уважение к обществу, в котором ты живешь, оно у нас, к сожалению, с каждым годом, я даже могу сказать, осталось, наверное, где-то 20-30% того, что должно быть. Поэтому у нас сегодня и не нужно винить в этом, сейчас, как многие говорят, виновата Конституция. Вот сейчас его опять нужно изменить, и тогда будет все хорошо. Нет, не будет. Я согласна, юридические нормы, они играют огромную роль, они нас координируют. Но кто сохраняет эти законы и соблюдает? Это общество. Я думаю, что у нас очень проблема большая в самом культуры и самосознания нашего общества. И пока оно не изменится, пока мы не будем над этим работать, я думаю, что Конституция нам может и не помочь. Проблему культурной деградации можно решить? Проблему деградации культурно можно решить. Поэтому вот Агай тоже в курсе, да, мы в Конституции, вот Агай сейчас правильно отметил, традиции. Поэтому же в Конституции были уделено большое внимание культурно-нравственным ценностям. Там четко написано уважение отца и матери. Послушайте, для кыргызов это же элементарная вещь была. Но нам сейчас приходится это указывать в Конституции, понимаете? Хотя можно было и не указывать, вот насколько у нас, жизни, конечно, насколько мы дошли до того состояния, что уже, оказывается, это необходимо. Мы пишем, что дети – это важнейшая ценность, потому что мы видим, что это стало большой проблемой. Мы пишем, что нужно необходимо воспитание общества. Было очень много большое уделено внимания этой Конституции. Мы были вынуждены это сделать, вот именно нравственные ценности. Даже вложив это в основной закон Конституции, который мы должны соблюдать, у нас все равно происходят эти проблемы в этом направлении. Пожалуйста, Марат Таштанович, вижу, есть что сказать. Абсолютно согласен с Чолпонаем о том, что государственная форма правления не зависит развитие страны от государственной формы правления. Я бы остановился еще на таком вещи. Я исследовал этот вопрос. Вот, например, там, где мононация, вот, допустим, среди евразийских государств, из бывших советских, Армения, там 99,9 армяне. Для них нету проблем.
президентское она будет правление или парламентское, они будут драться между собой, но они интересы нации не предадут. Такие же формы правления Японии. Там больше 90% японцы. То же самое в Корее. То же самое в Германии. Исключение, конечно, составляет Великобритания. Она тоже парламентская монархия, но там есть двухпалатный парламент. То есть в нижней палате парламента могут заседать даже 100% не англичане. Но каждый закон утверждается Верхней палатой. А Верхнюю палату назначаются. Никаких там выборов, никаких там демократий. 50% назначается королем, 50% назначается премьер-министром. Из каких людей? Из людей, которые патриоты в первую очередь. Из людей, которые не предадут интересы Великобритании, Англии. Поэтому там сохраняется такая стабильность. Что касается теперь традиций. Вот по поводу традиций, давайте мы о них скажем во второй части нашей программы. Хорошо. Сейчас у нас новости на Беренче радио, новости послушаем, после чего обязательно продолжим. Хорошо. Саламатсыздарыңыздар, жаңалықтардың кезектегі чыгарылышы. Быйыл социалдык келишим долбоорун алкагында 10 000 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилет. Бул каражат чакан ишкерчилик менен алектенүүгө, эмгек кылууга шыктандырат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев биринчи радионун түз эфиринде жыл башынан бери каражатты миңде жыран алганын билдирди. 23 жылга мынакей 10 000 үй бүлөгө берип баштадык. Бүгүнкү күндө ошол 10% берилип калды. Бул кайсы кесиптер дегенде биз ошол анализ кылып чыктык. Ошол 2800 үй бүлөнү анализ кылганда ушул кайсы багытта иштегендер, булар негизинен ошол жанагы кийим тигүүчүлүк, же болбосо жанагы сварщиктер, же болбосо жанагы көбүнчөсү дагы такси, көбүнчөсү жанагы теплицаларды жасашты, көбүнчөсү ошо мал чарбалыкчылык болду. Мындай бир жыйынтыктары жакшы да, ошондуктан мына азыр буюрса быйыл 10 000 үй бүлөгө баштап атабыз. Буюрса жакшы жыйынтыктар болот. Бул тапта берилип 10% бериле баштады. Жерлерге чыгып ошол тапшырылып атат азыркы убакта. Республика боюнча график түзүлдү. Ошо графиктин негизинде чыгып атышат. Эске салсак, 2022 жылы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жакырчылыктан чыгаруу максатында 2800 үй бүлөгө 100 000 сомдон кайтарымсыз акча каражаты берилген. Бир сутка ичинде Улуттук банк тарабынан чыгарылган алтындын бир унция куймасы 2299 сомго кымбаттады. Улуттук банк элден салмагы 31 грамм куймаларды 181.362 сомдон сатып алууда. Бир күн мурда 4-апрелде кайра сатып алуу баасы 179.063 сомду түзгөн. Баткен шаарынын Чет Булак, Туурата таш участкаларынын жана Самат Садыков көчөсүнүн жашоочуларына ичүүчү суу берилди. Маалыматка ылайык мэрия тарабынан 2 миллион сом бөлүнүп, 80 метр тереңдиктен суу чыгарылган. Азырынча таза суу көчөдөгү суу түтүктөрүнө берилүүдө. Алдыда ар бир үйгө таза суу киргизүү жумуштарын шаардык таза суу ишканасы дүйнөлүк Эмират кайрымдуулук уюму менен бирге ишке ашырат. Суунун сапатына санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору тарабынан лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлүп, талапка ылайык деп аныкталган. Эртең 6 апрелде Бишкектин айрым райондорунда таза суу болбойт. Бул тууралуу шаар мэриясынан билдирилди. Маалыматка ылайык эртең саат 9-дан кечки 8-ге чейин Панфилов, Манас, Фрунзе көчөлөрү темир жол линиясы менен чектешкен аймакта жайгашкан турак жай, мектеп, бала бакча, саламаттык сактоо мекемелерине жана башка социалдык объектилерге жана өнөр жай ишканаларына таза суу берүү токтотулат. Анткени түтүктөрдө оңдоо иштери жүргүзүлөт. Мэрия мекеме уюмдарды жана калкты ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат. Ысык Көл областынын Ак Суу районунда мыйзамсыз менчиктештирилген бала бакчанын имараты жана анын жанындагы жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка ылайык, Ак Булуң айыл өкмөтүнүн 26 миллион 10 000 сомдук жалпы аянты 4,8 миң чарчы метр жер тилкеси менен Балажан бала бакчасынын 3 корпустуу имараты муниципалдык менчикке кайтарылып берилди. Бишкекте саламаттыкты сактоо жумалыгы 17-эл аралык конгресс көргөзмө форум өтүүдө. Иш-чарага 12 өлкөдөн 70-тен ашык компания катышууда. Ар кайсы өлкөлөрдүн компаниялары диагностика, хирургия, реабилитация үчүн жабдууларды, медициналык техника тармагындагы инновациялык жетишкендиктерди, ошондой эле медицинанын көптөгөн багыттары боюнча түрдүү жабдууларды тартуулашты. Көргөзмө 6 апрелге чейин уланат.
20-25 апрелге чейин Кыргызстанда салттуу музыка жумалыгы өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Салтка айланган музыка жумалыгы ааламдашуу доорунда ооз-эки салттагы профессионалдык музыкалык искусствону сактоо, өнүктүрүү жана жайылтуу максатында өтүп, салттуу музыка өнөрүн алып жүрүүчүлөрдүн башын бириктирет. Анын алкагында 20 апрелде Ынтымак Сейил багында Манас трилогиясы аталышындагы жаңы форматтагы Манас эпосун баяндаган концерт тартууланат. 21 апрелде Дастан күнү, 22-синде Күү күнү, 23-үндө кино күнү, 24-үндө Ыр күнү, ал эми 25-inde салттуу музыка күнү өтөт. Валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 87 сом 42 тыйын, евро 95 сом 43 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, тенге 19 тыйынга бааланууда. Бүгүн Чүй областында ауанын температурасы 18-23, Талас, Баткен областарында 16-21, Ош, Чалла, Баткен областарында 22 градуска чейин ауанын температурасы жогоруласа, Сыкөл областында 12-17 градус, Нарын областында 11-16 градус жылуу болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, ауанын температурасы 19-21 градуска барабар. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Первое информационное радио. Напомню вам, дорогие наши слушатели, что в эфире Биринчи радио программа «Актуальный разговор». 5 мая 2023 года исполняется 30 лет со дня принятия первой Конституции независимой Кыргызской Республики, которая закрепила правовые основы современной кыргызской государственности. И сегодня в программе мы и говорим о том, Конституция, что она значит для всех нас, прошло ли конституционное развитие Кыргызстана тернистый путь и как изменился Кыргызстан через 2 года после конституционной реформы. Напомню, что сегодня у нас в гостях экс-судья Конституционного суда Кыргызской Республики, экс-министр юстиции Марат Каипов и член-корреспондент Национальной академии наук, руководитель Центра гуманитарных исследований в Центральной Азии Национальной академии наук Чолпон Куйчуманова. Телефоны прямого эфира 39 21 90 и 0502 39 21 90. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook на страничке Биринчи радио. Марат Таштанович, вы хотели, давайте вот продолжим ваше мнение, вы хотели озвучить, я поняла, о роли и месте традиций, да, вот в Конституции. Да, но до этого я хочу заключить свою мысль о форме государственного управления. Вот наши политики в 2010 году, если вы помните, сказали, 2 президента наши убежали, президентская форма управления нам не пойдет, это мы сделаем парламентскую форму управления. И сделали. Хочу сделать пример из Соединенных Штатов Америки. Более 20 лет там была Великая депрессия, кризис. Даже в то время ни один из политиков Соединенных Штатов Америки не поднимал вопрос о изменении формы управления. Они сохранили президентскую форму управления. То есть я что хочу сказать. У нас, видимо, не было хороших правителей, государственного мышления, народного правителя, не алчного. Вот тогда бы все было бы хорошо. Понимаете? Теперь, что касается традиций. Вот Чолпанаим хороший пример сделала с кражей невесты. По традиции кыргызской, без согласия невесты никогда не воровали кыргызы. Это наша традиция. Мы утеряли эту традицию. Если бы воровали согласие невесты, не было бы никакой преступления. Сейчас не будет преступления. Своруй невесту, если она согласна. Если она не против. А если она не против? Это уже не кража. Она добровольно уходит. Другое дело, родители не согласны. А наши парни что делают, джигиты? В голову мешок, и в машину. И крадут. Не было такого. Это дикость. Кыргызы никогда так не воровали. Правда, исключение составляли свою дочку, пока не пройдет 7 колен замуж. Мы всегда чтим знания семьи своих отцов. Почему? Потому что до 7-го колена мы не сватаемся. Поэтому мы сохранили свою нацию в чистом виде.
Это не исламские принципы. Кровосмешения нет, да? Да, это не исламские принципы, это чисто кыргызские традиции. А почему мы не соблюдаем это? Иногда сейчас вот бывает, вот буквально 3 дня назад мой один знакомый говорит, вот я скоро хочу сына женить. Я говорю, откуда? С какого рода? А я не знаю, говорю. Как ты не знаешь?